Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Выстроить отношения на системной основе. С официальным визитом в Республику Абхазия побывала делегация Госдумы России во главе с председателем. Новый формат сотрудничества подписан соглашение между Народным собранием парламента Республики Абхазия и Государственной Думой Федерального собрания Российской Федерации. Отчетный концерт «Созвездие талантов» состоялся накануне в Абхазской государственной филармонии в Сухуми. Репортаж рубрики «Амшахтес». Выстроить отношения на системной основе. 1 декабря с официальным визитом в Республику Абхазия прибыла делегация Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации во главе с председателем Вячеславом Володиным. Официальную делегацию Госдумы встречали в Сухумском международном аэропорту имени Владислава Арденба. Слово Анастасии Никоновой. В полдень вертолет, на борту которого была делегация Государственной Думы России во главе с председателем Вячеславом Володиным, приземлился в Сухумском международном аэропорту имени Владислава Арденба. Делегацию из России встретили спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба, вице-спикеры Фазлыбей Авицба, Астамур Аршба и Ашот Минасян. Посол России в Абхазии Михаил Шургалин и торговый представитель России в Абхазии Залина Кабесова. После встречи в аэропорту члены делегации двух стран направились в Сухум, где в столичном парке славы возложили цветы у мемориала погибшим защитникам Родины в грузино-абхазской войне. Далее в здании парламента Абхазии состоялась встреча делегации Госдумы со спикером Народного собрания Лашей Ашуба. Вячеслав Викторовича, добро пожаловать, уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, рад приветствовать вас сегодня в Народном собрании парламента Республики Абхазия. Отрадно отметить, что после нашего визита в Москву прошло менее 2 месяцев. Вот сегодня вы здесь, значит, наши отношения будут гораздо более интенсивными. Вы впервые в Абхазии с официальным визитом, и это очень значимо как для депутатов парламента, так и для всего народа Абхазии и ее руководства. Сегодня мы будем обсуждать широкий круг вопросов абхазо-российских отношений. Уверен в том, что наше межпарламентское сотрудничество, парламентское измерение позволит решить множество из них. Хотел бы подтвердить позицию о систематизации нашего общения с Государственной Думой, о которой мы говорили в Москве. Мы со своей стороны также намерены систематизировать наши взаимоотношения. И в этом контексте хотел бы сказать о центральном событии сегодняшней нашей программы. Это подписание соглашения о сотрудничестве между Государственной Думой и парламентом Республики Абхазия, которое призвано систематизировать наши взаимоотношения. Я думаю, ваш визит и программа запланированных на сегодня мероприятий даст дополнительный импульс нашим межгосударственным, межстрановым отношениям. Добро пожаловать. Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин отметил, сторонам есть что обсудить. Необходимо выстроить отношения на системной основе. И, конечно, знаковое событие – подписание соглашения между парламентом Абхазии и Государственной Думой, где мы определим новый формат сотрудничества, который соответствует запросам наших граждан, интересам стран. И мы с вами, используя межпарламентский формат коммуникаций, постараемся сделать все для того, чтобы оправдать ожидания граждан наших государств и сделать все для решения вопросов, которые стоят перед нашими странами. В этой связи хочу сказать, что действительно у нас такие системные коммуникации до сегодняшнего дня были в замороженном состоянии. Работа шла в основном в рамках Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками. В этой связи хочу подчеркнуть роль Леонида Ивановича Калашникова, его коллег по комитету. Конечно,
были выстроены взаимоотношения на депутатском уровне. Но что касается системных отношений, здесь надо еще раз признать, что они отсутствовали. Ваш визит был первым. Соответственно, мы сегодня встречаемся впервые за 13 лет. Самое парадоксальное, что вот мы понимаем, наверное, лучше, чем кто-либо друг друга. У нас есть все для этого. И поэтому есть предложение начать все с чистого листа, при этом используя самые эффективные подходы в организации работы и продвижении сотрудничества в рамках парламентского измерения. Поэтому я надеюсь, что сегодняшний наш разговор, встреча и подписание соглашения заложит хорошую основу для того, чтобы мы уже на системной основе строили отношения. Далее в зале приема официальных делегаций в администрации президента Абхазии прошла расширенная встреча российской делегации со спикером и депутатами абхазского парламента. Анастасия Никонова, Саида Гухава, Аваза ТВ. Новый формат сотрудничества. Соглашение о сотрудничестве между Народным собранием парламентом Республики Абхазия и Государственной Думой Федерального собрания Российской Федерации подписали в Сухуми спикер парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба и председатель Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин. Кроме того, с делегацией Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации во главе с Вячеславом Володиным встретился президент Аслан Бжани. Во встрече с абхазской стороны участвовали также спикер Народного собрания парламента Лаша Ашуба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель администрации президента Джансух Нанба. Надежда Боровикова продолжит тему. Встреча делегации Государственной Думы России и депутатов Народного собрания Абхазии в широком формате состоялась без присутствия прессы. Завершая встречу, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что такой откровенный разговор в присутствии журналистов бы не состоялся. Если бы мы хвалили друг друга и говорили только о достижениях, то это было бы время, потраченное впустую. А мы говорили о проблемах и благодаря этому достигли нового уровня отношений, подчеркнул Вячеслав Володин. Спикер Народного собрания Лаша Ашуба и председатель Госдумы подписали соглашение о сотрудничестве, а затем поделились итогами встречи в рамках пресс-подхода. Насколько вам известно, сегодня был визит официальных руководителя Государственной Думы в Республику Абхазия. Были встречи отдельно со мной, была встреча в расширенном составе. Мы затронули множество вопросов, которые касаются абхазо-российских отношений, простых вопросов, более сложных вопросов. Нашли понимание во многих из них. Я думаю, что наше общение будет продолжаться в конструктивном ключе. Сегодня основным событием сегодняшнего дня и визита моего коллеги из Государственной Думы было подписание соглашения между парламентом Абхазии и Государственной Думой Российской Федерации. Это соглашение призвано систематизировать наши отношения и интенсифицировать наши межгосударственные отношения. Уверен в том, что подписание сегодняшнего соглашения заложит дополнительный фундамент наших двусторонних отношений. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы сегодня вышли на новый формат сотрудничества с парламентом Абхазии, подписали соглашение о взаимодействии Государственной Думы и парламента Абхазии, в рамках которого создана рабочая комиссия, призванная решать вопросы в рамках парламентского измерения, нацеленные на конкретный, конечный результат. И договорились, что уже через несколько месяцев состоится ее заседание, в повестку которой мы сформируем совместно. Это будут проблемные темы, волнующие как граждан Абхазии, так и граждан России. Мы считаем, что дружба – это улица с двусторонним движением, а что касается развития, оно возможно лишь на основе доверия. А доверие без диалога сформировать невозможно. Главы наших государств задают темп. Правительства работают в этом направлении. У нас на протяжении длительного времени не было эффективных коммуникаций, хотя работы велись в рамках профильных комитетов и между депутатами. Но что касается межпарламентских взаимоотношений, они были в замороженном состоянии. Мы считаем, что нам необходимо более эффективно их развивать, подчеркнул Вячеслав Володин. Нас многое объединяет с Абхазией. Общая история, культура, традиция, религия. Мы можем говорить на одном языке.
И поэтому нам, с одной стороны, легче развивать отношения, но с другой стороны, это ко многому обязывает. Потому что, посмотрите, если говорить об экономических достижениях, товарооборот растет. Уже в этом году он стал больше на 41%, чем в прошлом году. Абхазия входит в пятерку самых привлекательных в плане туризма государств для российских граждан. Если речь вести о поездках, то выходит на второе место в посещениях страны после Турции. Жители Абхазии, более 600 тысяч, посетили в прошлом году нашу страну. Это выбор людей. Люди хотят приехать в Абхазию, жители Абхазии хотят приехать в Россию. Это нас ко многому обязывает. Поэтому крайне важно сейчас, и это одно из ключевых направлений нашей будущей работы, заниматься вопросами гармонизации законодательства в социально-экономической сфере. Представители Госдумы пригласили абхазских коллег на 3-ю международную конференцию «Роль взаимодействия фракций, политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ». Этажом выше председателя Госдумы принял президент Абхазии Аслан Бжаня. Мы испытываем чувство радости, потому как у нас в гостях представитель братской России, руководитель самого высокого уровня. Хотелось бы, чтобы таких встреч у нас было все больше и больше. Уверен в том, что ваш приезд придаст импульс нашим взаимоотношениям. А люди такого ранга, как вы, люди, наделенные таким опытом, в обязательном порядке могут решить, помочь, оказать содействие в решении тех вопросов, которые нам до сих пор решить не удалось. Поэтому ваш приезд, конечно же, в полной мере будет работать на интересы народа России, народа в Абхазии, на то, чтобы наши позиции стали еще более ближе и взаимодействие стало еще более продуктивным. Добро пожаловать в Абхазию. Спасибо вам большое за то, что вы приехали. Хотел бы вас поблагодарить руководство России за то, что вы постоянно нам помогаете. Последние недели, значит, у нас были проблемы с электричеством, и благодаря позиции руководства России эта проблема была снята. Большое вам спасибо. Еще раз добро пожаловать в Абхазию. Вячеслав Володин поделился с президентом итогами встречи. Что касается вопросов гармонизации законодательства, мы могли бы работать сообща. Будем формировать повестку заседания, чтобы она носила конкретный характер. Так законодатели и депутаты внесут свой вклад в развитие отношений наших стран, отметил Вячеслав Володин. Сегодня время вызовов. Все эти вызовы можно преодолеть, если мы вместе. Поэтому мы исходим из того, что Государственная Дума и парламент Абхазии имеют все возможности для того, чтобы мы решали вопросы, призванные преодолеть вызовы, санкции, чтобы мы в рамках диалога лучше понимали друг друга, а без диалога нет доверия. Когда говорим о развитии, оно может строиться только на доверии. Вот у нас такой сегодня разговор получился, он был достаточно длительный, со всеми депутатами, каждый имел возможность высказаться и с нашей стороны, с российской, и со стороны парламента Абхазии. На мой взгляд, мы стали лучше понимать друг друга. И вот мои коллеги, каждый тоже имел такую возможность, говорили больше о проблемах, но при этом все подчеркивали, что для нас дружеские отношения, понимание должны быть основой развития. И задача двух парламентов – укреплять это взаимопонимание, делать все для развития. Далее встреча проходила в закрытом режиме, без присутствия прессы. Надежда Боровикова, Саид Агухава, Абаза ТВ. Между тем, в связи с появлением в интернет-ресурсах нескольких вариантов проектов закона о ратификации соглашений между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации
О передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования. Госдача Пицунда. Ряд общественных и политических организаций Республики Абхазия в своем открытом письме на имя спикера Народного собрания Лаша Ашуба призывают организовать открытое общественное обсуждение этого вопроса в Народном собрании. Письмо подписано республиканскими общественными организациями АРО, АНД, Союзом молодежи и ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, партиями ФНЯ и АПСНы. Омбудсмен Асида Шакрыл считает необходимым выступить на заседании сессии парламента с докладом о нарушениях норм Конституции Республики Абхазия, гарантирующих права и свободы человека, суверенитет и территориальную целостность Республики Абхазия. Об этом говорится в открытом письме уполномоченной по правам человека, как в частности отмечается в документе. В связи с тем, что статья 132 регламента парламента устанавливает ограниченный перечень лиц, обладающих правом выступить с докладом на заседании парламента, посвященном ратификации международного договора, прошу вас до заседания парламента, на котором будет обсуждаться вопрос ратификации данного соглашения, назначить дату заслушивания доклада уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия, посвященного нарушениям прав граждан, законодательства и Конституции Республики Абхазия, вытекающим из соглашения. О дате заслушивания доклада прошу сообщить в аппарат уполномоченного по правам человека за 5 рабочих дней. Выражая надежду на эффективное взаимодействие, направленное на обеспечение прав человека и гражданина в Республике Абхазия. Конец цитаты. С полным текстом письма можно ознакомиться на официальных ресурсах уполномоченного по правам человека. Внешняя политика. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла Заур Гваджава по приглашению временного поверенного в делах посольства Барбадоса Акинаса Кларка принял участие в мероприятии по случаю 56-й годовщины независимости Барбадоса. Мероприятие состоялось в Национальном монументальном пантеоне в городе Каракас. В ходе мероприятия состоялась беседа Заура Гваджава с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла Андреем Молчановым, который поблагодарил Гваджава за ноту соболезнования, направленную в его адрес по случаю скоропостижной кончины министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Министр здравоохранения Эдуард Будба провел расширенные совещания с участием всех главных внештатных специалистов страны. Как сообщает пресс-служба Минздрава, в совещании приняли участие заместители министра Вахтанг Вардани и Саида Делва, а также руководители отделов ведомства. Стационарным пациентам детской больницы будут бесплатно делать анализы в новой лаборатории. Как рассказал спутник, исполняющий обязанности главврача ИНС Сакамле, амбулаторным больным лабораторные услуги смогут оказать, если будет достаточно расходного материала. Лаборатория будет работать круглосуточно. В ней можно будет сделать биохимический анализ, общий анализ крови. Информация пресс-службы МЧС. Сотрудники пожарно-спасательного отряда и государственной инспекции по маломерным судам МЧС вторые сутки ведут поиск жителей села Ишера Сухумского района Арама Даваджана, 1946 года рождения. По предварительной информации, пропавший гражданин испытывает проблемы с памятью. Спасатели обследуют окрестные территории и прибрежную акваторию, однако пока безрезультатно. Культура. Государственный русский театр драмы имени Фазилия Искандера продолжает плодотворное сотрудничество с Союзом театральных деятелей Российской Федерации. В декабре в Росдраме при поддержке СТД России пройдет режиссерская лаборатория, посвященная творчеству Александра Островского. 3 режиссера – Константин Денискин, Ксения Самодурова и Ирина Дрёмова – за несколько дней вместе с труппой Росдрама подготовят 3 эскиза по пьесам Островского «Гроза», «Шутники» и «Красавец-мужчина». В работе лаборатории примет участие ведущий российский критик Павел Руднев. После голосования зрители и по итогам обсуждения выберут один эскиз, который будет превращен в полноценный спектакль при поддержке СТД России в 2023 году.
Отчетный концерт «Созвездие талантов» состоялся накануне в Абхазской государственной филармонии в Сухуме. Организатор мероприятия – Республиканский центр народного творчества имени Ивана Корто. В концерте приняли участие лауреаты и дипломанты республиканских фестивалей и конкурсов, организованных Центром народного творчества. Продемонстрировать зрителям свои вокальные и хореографические данные могли как инструментальные танцевальные коллективы, так и сольные исполнители. Репортаж Астанда Отарба из рубрики «Ам Шахты» смотрите после выпуска новостей. Концерт «Сопрано и орган. Лучшие дуэты трех эпох» исполнит Лука Гаделя, орган и Кристина Эшба. Сопрано в рамках программы «Органные пятницы» в храме Святого Людовика в Москве на Малой Лубянке. Выступление пройдет в пятницу 2 декабря в 19:30. Вещи и история страны. Револьвер Нестора Лакоба реставрируют в Гудауте. Как сообщает «Спутник», револьвер нашли случайно в родовом селе абхазского государственного деятеля 5 лет назад. Исторический артефакт передал в Госмузей Отечественной войны народа Абхазии в Гудауте Батал Джапуа. Он принадлежал Нестору Лакоба, найден у него во дворе, попал к нам благодаря Баталу Джапуа, он передал нашему музею. В завершении выпуска прогноз погоды. В пятницу 2 декабря в республике переменная облачность. Ночью и в первой половине дня преимущественно без осадков. Ближе к вечеру возможен дождь. Атмосферное давление повышенное. Температура воздуха ночью 5-10, днем 11-16. Температура морской воды плюс 15. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.